Мы, люди, на протяжении тысячелетий, просто в результате наблюдений за окружающей нас средой, знали, что существуют различные вещества, и эти вещества склонны проявлять различные свойства. Они просто отличаясь свойствами, они могли отражать свет каким-то определенным образом или не отражать его вовсе. Быть определенного цвета, иметь определенную температуру, и при определенной температуре быть жидкостью, газом или твердым телом. Мы начали замечать, как они реагируют друг с другом при определенных условиях. Все эти наблюдения привели нас к тому, что существует определенная классификация всех этих веществ. Эти различные чистые вещества, обладающие определенными свойствами при определенных температурах и реагирующие определенным образом, мы называем элементами. Углерод – это элемент, свинец – это элемент, золото – это тоже элемент. В прошлом люди говорили о воде как об элементе, но сегодня мы знаем, что вода состоит из более простых элементов – кислорода и водорода. Все известные нам элементы перечислены в периодической таблице химических элементов. Названия большинства элементов имеют английские, латинские и немецкие корни. Символы обозначены в соответствии с этими названиями. Углерод обозначается Си, карбониум, а золото, к примеру, аурум и так далее. Поняв, что существует такая классификация, как элементы, перед нами появляется естественный вопрос, который считался прежде философским, но теперь может получить более однозначный ответ. Так вот, если мы продолжим делить какое-либо вещество на все более и более мелкие частицы, то существует ли некая мельчайшая частица, самая маленькая возможная часть этого вещества, которая по-прежнему сохраняла бы его свойства? Так, что если бы вы каким-либо образом продолжили дальнейшее деление, то потеряли бы это свойство? И ответ – существует. Наиболее мелкой частичкой любого из элементов является атом. Размеры атомов отличаются от элемента к элементу, но одно является общим, то что их можно назвать невообразимо малыми. Например, углерод. Волосы человека сделаны из углерода, да и в целом большая часть живых существ сделана из углерода. Но говоря именно о волосах, можно представить, насколько малы атомы в размере. Если бы можно было показать разрез одного волоса, то все равно количество атомов было бы не сосчитать, так как эта цифра была бы близка к миллиону. Разумеется, это лишь приближение их не ровно миллион, но это позволяет вам почувствовать, насколько же малы атомы. А что, если вам сказали, что и атомы это не наименьшие частицы элементов? И на самом деле это так. Как говорилось ранее, атомы различных элементов отличны от друг друга. Отличаются они именно элементарными частицами, которые выполняют роль неких строительных блоков внутри атома. Если бы вы могли изменять количество имеющихся у элемента элементарных частиц, вы смогли бы изменять свойства этого элемента, то, как он вступает в реакции, или же вы могли бы изменить сам элемент на другой. Для того, чтобы лучше понять, как это работает, давайте поговорим об этих фундаментальных частицах. Итак, у вас есть протон. Число протонов в ядре определяет элемент. Если посмотрите на периодическую таблицу, то увидите, что элементы расположены в порядке возрастания атомных номеров, а атомные номера – это количество протонов в элементе. По определению водород обладает одним протоном, гелий обладает двумя, углерод 6. Не может быть углерода с 7 протонами. Если бы он был, то он был бы азотом. Он бы больше не был углеродом. У кислорода 8 протонов. Если бы вы каким-либо образом добавили к нему еще один протон, то кислород не был бы больше кислорода. Он стал бы фтором. В общем, как вы поняли, протоны определяют элементы. Число протонов равняется атомному числу, порядковому номеру элемента. Эти номера указаны в периодической таблице, потому что ими определяются свойства элементов. Две другие составные части атома – это электрон и нейтрон. Можете представить атом следующим образом. У вас есть протоны и нейтроны, находящиеся в центре атома. Они ядро атома. К примеру, углерод, как нам известно, имеет 6 протонов. Углерод, имеющий массовое число 12, будет иметь 6 нейтронов. Можно математически вычислить, что сумма протонов и нейтронов должна быть равна массовому числу элемента. Стоит также отметить, что в отличие от протонов, количество нейтронов может варьироваться для одного элемента, и тем самым мы можем иметь несколько вариантов одного элемента. Точно так же и количество электронов может меняться. Эта цифра для определенного варианта элемента вычисляется по его заряду, который может быть нейтральным, равным нулю, позитивным или негативным. Продолжая пример углерода, если мы рассматриваем нейтральный вариант, то количество электронов будет равно количеству протонов. Итак,
Один из способов, возможно, простейший способ представить себе взаимоотношения между электронами и ядром, это представить себе, как электроны двигаются вокруг ядра, носятся вокруг него. Вы можете представить их движущимися вокруг ядра по орбитам, но это не совсем правильно. Они не двигаются по орбитам, как это делают планеты вокруг Солнца, но это хорошая отправная точка. Другой способ представить их движение, как будто бы они прыгают вокруг ядра или роются вокруг него. Все это необходимо только из-за того, что реальность становится очень странной в этом месте. Нам придется податься в квантовую физику для того, чтобы понять, как и что на самом деле делает электрон. Но первой мысленной моделью в вашей голове должно быть то, что в центре этого атома углерода-12, находится ядро. И эти электроны перемещаются вокруг ядра. И причина того, что эти электроны перемещаются вокруг ядра, никуда от него не отлетая, причина того, что они в некотором роде привязаны к этому ядру, и того, что они являются частью этого атома, заключается в том, что протоны обладают положительным электрическим зарядом, а электроны обладают отрицательным. Это одно из свойств этих фундаментальных частиц. Когда вы начинаете задумываться о том, чем в принципе является заряд, это оказывается достаточно глубоким вопросом. Но что нам достоверно известно об электромагнитных воздействиях, так это то, что противоположные заряды притягиваются друг к другу. Так что лучше всего представить себе это так. Протоны, электроны притягиваются друг к другу, потому что имеют противоположные заряды. Причина того, что электроны не разлетаются во все стороны, заключается в том, что они притягиваются к ядру. И еще они обладают невероятной скоростью. И я полагаю, мы могли бы сказать, что электрон скачет вокруг ядра, что это не позволяет ему упасть на ядро. Думаю, это один из способов взглянуть на этот вопрос. Итак, я упомянул углерод-12, определенный числом протонов. Кислород был бы определен потому, что имеет 8 протонов. Но снова, электроны могут взаимодействовать с другими электронами. Они могут забираться другими атомами. И в этом заключается большая часть нашего понимания химии. Оно основано на том, как много электронов имеется у атома определенного элемента, и как эти электроны распределены, как распределены электроны других элементов, или, может быть, других атомов того же элемента. Мы можем предсказывать, как атом одного элемента мог бы прореагировать с другим атомом того же элемента, или как атом одного элемента мог бы прореагировать с другим атомом того же элемента, или как атом одного элемента реагировал бы вообще, как бы он образовывал связи, как бы притягивался или отталкивал другой атом другого элемента. Важно отметить, что все химические процессы и многие факты по своей сути объясняются именно тем, как взаимодействуют атомы и частицы между элементами. Поэтому знать и запомнить, что такое атом и элементы, очень важно.